С вами Родион Игнатьев, я врач-вертебролог, невролог, и сегодня я расскажу вам про такие замечательные упражнения, которые нужно делать пациентам при болях в пояснице, при болях в нижней части спины, при таких заболеваниях, как межпозвоночная грыжа, протрузии, воспаление седалищного нерва и просто боль в пояснице. Очень огромнейшее количество вопросов на эту тему, огромнейшее количество видео есть в интернете. Я вам покажу, какие именно самые эффективные, какие нужно делать практически каждому, и они не навредят вам. И главный маленький секрет — это несколько упражнений, о которых, скорее всего, в русскоязычном интернете и вообще среди даже врачей они особо неизвестны, не популярны. Расскажу их принципы. Это методики, которые действительно эффективны, полезны и помогут вам справиться с этими болями и симптомами болезни. Первое упражнение, которое мы делаем при болях в пояснице, при болях в спине, при воспалении седалищного нерва, мы берем ножку, поднимаем и тянем ее к себе, ручками помогаем, растягиваем максимально сколько можем. После этого выдох, опускаем ножку. Вторую делаем вдох, тянем к себе, еще, растягиваем все, опускаем. Это первое упражнение. Это упражнение, которое поможет растянуть заднюю группу мышц бедра и голени. Это мышцы, которые участвуют в процессе ходьбы и которые часто травмируются при различных болезнях, которые могут вызывать боли. Следующее упражнение, которое я советую делать пациентам, это упражнение на растяжение грушевидной мышцы. Как его делать? Мы ставим пяточку на коленку и поднимаем ножку вверх. Эта мышца грушевидная, опускаем ножку, находится в глубине ягодицы. И очень часто именно на эту область жалуются пациенты при болях в пояснице. Это упражнение поможет растянуть мышцу, поможет ее восстановить нормальный тонус. И, собственно, его нужно делать в комплексе с зарядкой. Берем пяточку, ставим наоборот, поднимаем ножку, растягиваем, опускаем. Это было второе упражнение. Следующее упражнение — это упражнение, которое направлено на расслабление ротаторов спины. Мы сгибаем ножки в коленках, укладываем их на бочок максимально и с этого положения опускаем ножки вниз. Правильно. Теперь опять и в другую сторону. Эти упражнения нужно делать строго симметрично, для того, чтобы человек правильно нагружал и вырабатывал эту симметрию, которая очень часто нарушена при различных болезнях спины. Следующее упражнение, которое я рекомендую делать пациентам, это упражнение так называемая кошка. Мы ложимся на живот, становимся на ладошки и на коленки. И теперь задача вот эту часть поясницы взять и растянуть максимально, расслабить мышцы, снять повышенный тонус и полностью привести в нормальную подвижность позвоночник. Мы опускаемся вниз и опускаемся вот, растягиваем, поднимаемся, расслабились, опускаемся. Очень часто я советую своим пациентам это чередовать вместе с правильным дыханием. Как это правильно делать? Поднимаемся, делаем вдох и опускаемся на выдохе. Поднимаемся, вдох, выдох, опускаемся. Очень хорошее упражнение, помогает действительно у людей, которые мучаются очень долго с болью в спине, привести в нормальный тонус мышцы спины. Ложимся на живот и теперь поднимаемся. Следующее упражнение, которое рекомендовано делать, это растягиваем квадрицепс спины. Мы ставим ножку вперед, одну вперед и растягиваем, наклоняемся, приседаем как бы. После этого становимся ровненько и вторую ножку вперед растягиваем. Следующее упражнение, которое рекомендовано при этой болезни. Мы присаживаемся, ставим ножку на ножку и ладошкой со стороны коленки тянемся к полу. Опять же, мы растягиваем здесь грушевидную мышцу, которая очень часто травмируется. Меняем ножку и наклоняемся вниз, ручками касаемся.
Достаточно. Поднимаемся. Это упражнение при болезнях спины очень часто не могут вообще сделать пациенты. Они не могут дотянуться, они не могут дотронуться ладошкой. Ничего страшного. Постепенно вы разработаете, постепенно получится. Главное, не спеша начинайте делать каждый день. И, собственно, после этого у вас получится делать точно так же. Следующее и последнее из классических упражнений, которые рекомендованы при болезнях поясницы, это обычное приседание, только с небольшой оговоркой. Становимся. Ваша задача при выполнении этих упражнений, при приседании, не отрывать пяточки от пола. Когда мы приседаем, присаживайтесь, мы садимся как можно ниже и после этого поднимаемся. Мы делаем характерное движение в пояснице, которое позволяет восстановить нормальную подвижность позвоночника. Опять присаживаемся. Очень многие пациенты при различных грыжах, поднимаемся, они не могут присесть полностью. Опять же, это нужно разрабатывать, и постепенно эта возможность появляется у них. Присаживайтесь. И теперь, отходя от вот этих классических упражнений, которые можно встретить практически повсеместно и в интернете, и в различных пособиях, я хотел бы показать немножко другие упражнения, которые на самом деле тоже очень эффективны, и рассказать, как они вообще действуют. У нас есть вот такой вот манекен. И на этом манекене мы специально подготовили, вот здесь вот положили аналог головного мозга, который отпускает нервные волокна. Вот идет нервные волокна. И вот эта красная полосочка – это нервный путь. Это нервный корешок, который идет через весь спинной мозг. Потом он выходит вот здесь вот внутри поясницы. И здесь вот видно красную грыжку, которая, собственно, может как-то его задевать или рефлекторно на него действовать, и он начинает болеть. Этот нерв спускается ниже, и вот так вот по ножке он может отдавать вплоть до самых пальчиков ноги. Когда грыжа как-то непосредственно соприкасается или что-то делает, воздействует на этот корешок, человеку очень часто больно двигаться. И больно двигаться прежде всего за счет того, что когда мы наклоняем голову вниз, вот когда мы наклоняем, мы видим, как этот нервный корешок, он пытается двинуться наверх. Мы сгибаем шею, мы опускаем туловище, и он поднимается выше, натягивается. Когда мы выравниваем, он расслабляется и становится ему чуть легче. Это как раз объяснение того механизма, когда человек при наклонах, при различных кашле, при чихе, он может чувствовать боль в спине, которая усиливается. Методика, которую я вам сейчас хочу рассказать, называется флоссинг. Это флоссинг, для того, чтобы лучше запомнить, можно вспомнить как нить для чистки зубов, когда между зубками берет человек и протягивает, как бы делает вот такие вот характерные движения для того, чтобы освободить между зубами пространство и чтобы они вычистить какую-то, допустим, пищу оттуда. Точно так же здесь. Как выполняются эти упражнения, как их делать? Садимся ровненько, садитесь ближе ко мне. Садитесь вот сюда вот. Мы садимся ровненько. И теперь смотрите, такой характерный симптом при, допустим, воспалении седалищного нерва и при межпозвоночной грыже. Когда мы поднимаем ровную ножку, допустим, правую ножку поднимаем, у человека возникает боль. Боль в пояснице. Это один даже из симптомов этой болезни. Если мы опустим голову вниз, боль усиливается и становится больше. Естественно, когда мы подняли ногу, мы натянули этот нерв, а еще и головой подвигали. То есть мы взяли и вот здесь вот все натянули, и у человека болит поясница. Теперь, что нам нужно делать? Смотрите, мы садимся ровненько и поднимаем ножку, голову ровно пока держим. Голову ровно. Теперь задача какая? Мы опускаем ножку медленно и опускаем голову. Поднимаем ножку и поднимаем голову. Опускаем, поднимаем. Очень важно в этом упражнении одновременно делать это упражнение с головой и с ногой. Точно так же мы берем вторую ножку, опускаем ножку, опускаем голову. Поднимаем, поднимаем. Что происходит в этот момент? То есть здесь четкое должно быть понимание биомеханики позвоночника и того, как он работает. Что мы делаем? Когда двигается вот так вот позвоночник, он
касается нервных корешков, и сам нервный корешок принято считать, что он как бы в самой грыже, он формирует себе правильное положение. Мало того, он может даже, некоторые специалисты утверждают, что он может своеобразно формировать как ложбинку или что-то производить внутри самой грыжки. То есть он может как бы вытачивать и формировать правильное движение именно нерва. То есть это, опять же, одно из объяснений, почему это действительно эффективно. Это упражнение можно делать наряду с другими упражнениями, и оно очень хорошо его дополняет. Следующее упражнение флоссинга, которое тоже можно использовать. Если это было направлено на L5S1, то следующее это будет чуть выше. Ложимся на живот. Мы сгибаем правую ножку. И когда мы опускаем ногу, человеку обычно больно. Но в этот момент, если мы поднимем голову, ему станет легче. Мы опускаем ногу и поднимаем голову вверх. Выше, выше. Достаточно. Опускаем голову и поднимаем ножку. Поднимаем. Опускаем. Поднимаем. Опускаем. И получается как нервный корешок, то есть мы делаем вот такое движение, когда внутри как нитью мы чистим между зубами, точно так же мы проводим легкое воздействие на позвоночник. Присаживаемся. Эти упражнения очень важно делать с минимальной болью. То есть как только начинает болеть, для того, чтобы понять механизм, как только начинает болеть, мы в этот момент берем и опускаем голову. Или наоборот поднимаем, если это происходит лежа на животе. И вот так вот это видно на самом манекене. То есть вот, если посмотрите, когда мы делаем вот такие вот движения, мы как бы разрабатываем сам нерв, мы снимаем различные натяжения, и за счет этого человеку становится легче, у него проходит боль. Что нужно знать про эту боль и вообще про различные межпозвоночные грыжи, про воспаление седалищных нервов? Что нужно знать еще? Помимо зарядки, зарядку нужно делать. Естественно, ее нужно делать и поправлять. Нужно помнить, что исходя из вот этого даже принципа, на самом деле проблема может находиться в любом участке. Она будет вызывать боль в пояснице. Помните про это, потому что именно понимание вот этого механизма, оно объясняет, почему у человека болит, допустим, нога, когда есть грыжа в шее. Это раз. Второе, зарядки, ее обычно недостаточно для того, чтобы полностью восстановиться. И без визита к врачу практически невозможно обойтись. Поэтому будьте здоровы, занимайтесь своим здоровьем своевременно, задавайте вопросы под видео, мы на них обязательно будем отвечать. И подписывайтесь на наш канал.